Когда Аллаха просили о ниспослании дождя, Умар, да будет доволен им Аллах, сказал: «О Аллах, мы просили у Тебя посредством посланника Аллаха, чтобы Ты не спосылал нам дождь. Однако теперь посланник Аллаха присоединился к обществу Твоих приближенных в загробном мире. Тогда кого мы будем брать в качестве посредника? Мы просим посредством дяди Твоего пророка Аббаса. Мы просим у Тебя посредством дяди Твоего пророка. Аллах, почему он молил о ниспослании дождя? В чем заключается основа мольбы? Они находились в состоянии мольбы, а мольба исходит от нужды. А среди тех нуждающихся находится дядя Твоего пророка. И даже мы не заслуживаем от Тебя ничего, надели нас своей щедростью. Ради кого? Ради дяди Твоего пророка не спосылай нам дождя». Сегодня приходят некоторые люди и говорят: это является доказательством тому, что к умершему не обращаются за помощью и не берут его в качестве посредника, так как он мертвый. А подтверждением тому хадису было то, что Умар, да будет доволен им Аллах, в своей молитве о ниспосылании дождя не стал просить посредством посланника Аллаха. А мы говорим им, что весь мир просит помощи посредством посланника Аллаха. И это правда. А посредством кого просил Умар? Просто посредством Аббаса? Или же посредством дяди Твоего пророка? Кому же это относится? Это относится к пророку. Да благословит его Аллах и приветствует. Аллах – это доказательство того, что можно просить не только посредством пророка, да благословит его Аллах и приветствует, но и посредством его родственников тоже. Хорошо. Почему же тогда дело перешло от посланника Аллаха к дяде пророка? Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ушел и не получает пользы от воды, но дядя пророка живой и получает пользу от воды. И мы говорим, что дядя Твоего пророка испытывает жажду. Мы же не говорим, что пророк испытывает жажду. Таким образом, тем, кто хочет доказать, что от посредничества людей, обладающих высокую степень перед Аллахом, нет пользы, мы скажем, что этот хадис как раз против них. Так как Умар, да будет доволен им Аллах, подтвердил, что посредничество разрешается даже посредством того, кто относится к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.